Недавно режим Беларуси предложил иностранным журналистам съездить на Донбасс. Показать, что никто украинских детей из страны насильно не вывозит. Все оздоровились, счастливы и вернулись в родные места. В новом выпуске «Эта пропаганда сломалась» рассказываем, почему для пропагандистов это так важно и как на Гос-ТВ используют семейные трагедии в корыстных целях. Ставьте этому видео лайк, так его смогут увидеть еще больше людей. Меня зовут Лера Уласик. В начале июля Лукашенко встречался с журналистами. Пригласили также и представителей недружественных стран, которых МИД пускает в Беларусь только если очень надо дать очередной сигнал Западу. Тогда же Лукашенко и предложил журналистке The New York Times Валерии Хопкинс поехать на Донбасс. Пропагандистка Лебедева даже разместила об этом пост. А уже спустя 2 недели в привычном для белорусской пропаганды стиле в сторону Валерии Хопкинс посыпались оскорбления за то, что западная журналистка отказалась от поездки. Запретили ей, конечно, и испугалась, потому что, давайте будем честными, у нас сегодня журналисты в Беларуси после 2020 года, журналистика более свободна, чем у них там. Они зажаты в тиски. А ей там зажали гайки, сказали: слушай, ну вот поедешь, вот там и останешься. Карьера у нее закончится, просто карьера закончится. Режиму ведь хочется убедить мир в своей гуманности, а не соучастии в военных преступлениях. Для этого нужно, чтобы дети рассказали о своей благодарности Беларуси, Талаю и Лукашенко не в специальном фильме БТ или СТВ, а на камеры мировых изданий, которым доверяет аудитория Запада, а не только Беларуси, России или так называемой ДНР. Можно не сомневаться, что на этот случай у пропагандистов уже заготовлены и маршруты, и рассказы детей. Многие из которых, когда на Донбасс в 2014 году пришел русский мир, были малышами или вообще еще не родились, поэтому знают о происходящем только со слов взрослых. Бывают и более сложные ситуации. История Тани Чернобай из Углегорска – яркий пример того, как пропаганда использует трагедию семьи в своих корыстных целях. Девочке было 8 лет, когда в частный дом, где находились 3 детей, попал снаряд «Града». Выжила только Таня, получив ожоги 40% поверхности тела и тяжелые травмы. Краматорские врачи 3 недели доставали осколки и по миллиметру отвоевывали Танину ножку. Еще жить не жили. Уже не знают, что такое война. Затем подключился фонд украинского бизнесмена Рената Ахметова, политики и неравнодушные украинцы. Нашли деньги на лекарства и на возможность перевести ребенка в Киев. В феврале девочку перевезли в Киевский ожоговый центр, где за месяц кожный покров Танюши практически полностью восстановили. Позже было лечение в зарубежных клиниках Чехии и Германии. Велика вдячність лікарям всім Мюнхенської лікарні, які в свої кошти, які ми платили, вони не включали свої гонорари. Німецькі лікарі поставили Тетянку на ноги, однак на цьому лікування дівчинки не закінчується. Однако впоследствии семья уехала из Киева. Спасенную девочку из столицы мама забрала в Углегорск и без объяснений прервала всяческое общение, рассказала волонтер Оксана Лазебник, долгое время помогавшая семье. Неизвестно, что произошло в семье Тани Чернобай за несколько лет. Но вот уже в 2021-м российские СМИ пересказывают историю девочки совсем в другом ключе. И снаряд выпустили украинские военные, и в дальнейшей реабилитации семье помогает исключительно Россия. А в марте прошлого года примерно эту же версию мама девочки Ольга Блудова рассказала изданию «Аргументы и факты». Правда, теперь снарядов было уже 4, а не 1, а ногу ребенку долго и упорно спасали в Москве. Примечательно, что сама 15-летняя девушка практически никак не комментирует случившееся. Про то, что тогда произошло, Таня говорит: «Ничего не помню, хочу забыть». Осенью 22-го имя Тани Чернобай звучит уже с экранов белорусских телевизоров. На Беларусь-1 рассказали, что шанс спасти ногу девочки подарили именно белорусские врачи, когда Таня отдыхала в составе группы украинских детей в лагере Дубрава под Солигорском. Кейс Тани Чернобай выразительно иллюстрирует, как пропаганда использует трагедию конкретной семьи и тему войны в своих целях. Мы попытались отыскать Ольгу, маму Тани Чернобай, чтобы поговорить с ней об оздоровлении в Беларуси и других этапах реабилитации. Однако по найденному номеру телефона и в соцсетях на запрос об интервью женщина не ответила. В сюжетах госсми журналисты нередко берут интервью у украинских детей. Все они несовершеннолетние, в возрасте от 6 до 15 лет. Часто это сироты или потерявшие кормильца. Говорить с ними на любые темы без разрешения законных представителей как минимум неэтично. И уж явно не детям знать, нарушалась ли при организации отдыха 49-я статья 4 Женевской конвенции, согласно которой индивидуальные или массовые насильственные перемещения на территорию как оккупированного государства, так и любой другой страны запрещены, независимо от мотивов. На этом все. Сказать спасибо за нашу работу вы можете лайком, комментарием и подпиской.